Приветик, приветик утренний, дневной приветик. Сейчас у нас сколько? 2 часа дня, 3 января 2021 года. Смотрите, в каком я скверике нахожусь, прикольном. Здесь вообще людей нету, все люди спят, где-то спят. Ну а мы с вами, поскольку все продукты съедены, все напитки выпиты, пошли в магазин. Так, мне надо камеру держать, чтобы она не замерзла. Возле груди. Надеюсь, что кто-то будет смотреть меня. Так, что там, светофор опоздали мы. Фу. Короче, посмотрел на градусник. Посмотрел перед выходом. Там минус 40 было. Ну а вы знаете, что от дома тепло. Дом-то градусник согревает, поэтому надо еще на градусов 5 снижать. То есть это реально сейчас где-то так вот минус 45 в Якутске 3 января 2021 года. Туман, видимость сколько? 100 метров, да? Так, все, пошли. Можно даже светофор не разглядеть. Сейчас мы посмотрим ситуацию, где можно прикупить еды. Где можно прикупить в Якутске 3-го. Эти 2 дня я никуда вообще не вылазил. 1-го, 2-го сидел в тепле. Но вот надо выходить. Потихоньку надо выходить. Смотреть, что за ситуация в городе. Так, давайте-ка мы вот. Судя по машинам, судя по транспорту, слушайте, значит, они работают, уже открылись. Вот этот Деляй, торговый центр. Он даже задом уже едет. Ё-моё, уже даже задом едет. Смотрите. Не пройдешь, не проедешь. 3 января. 3 января. Так, а люди на остановках стоят, ждут. Неужели автобусы сходили? Неужели? Так, что там? Что там у нас? Народ проходит. Давайте зайдем, погреемся. Погреемся. Хотя мне сюда не надо, но чтобы камера не замерзла, надо нам заходить сюда. А что это 4-го? А, 12-го. Сегодня какой? 3-го? Так, а что мне тут надо? Мне ничего не надо. Просто зайди. Тут уже все, наверное, раскуплено. Все барахло. Ну, на елку хотя бы посмотреть. На елку. Часы какие. Honor 30-ка. Слушайте, народу-то, видать, еще не все подарки понакупали себе. Видать, до фигули еще людей без подарков осталось. Да? Тут какие-то подарки. Что за подарки? Равенты. Телевизоры. Кто-нибудь телевизор-то смотрел на Новый год? Новогоднюю ночь. Такая Клава беленькая. Она проводная. Светится, наверное, еще. Фух, кресло. Ух ты. Кресло-компьютер 1390. Кстати, хорошее. Взять, что ли? 1400. Тут типа кожи. Вот черное бы было еще. Это цвет марки. Так, люди-то, оказывается, еще не напокупали подарков. Смотрите, сколько народу еще тут у нас. Так, а по телевизорам что? По проекторам здесь что есть у нас? Так, это все дешевые, да, дешевка нас не интересует. Что-то дорогое надо такое.
48 тысяч. Ну, тоже дешевка. 54. Ну, смешно. Смешные цены. 69. Ну, чуть подороже. 62. Ой, не знаю. 35. Где-нибудь нормальные телевизоры в этом Эльдорадо продаются? 80. Ну, вот уже нормально. 80. На него диагональ маленькая. Что такое? Здесь что? Так, где хорошие телевизоры в Эльдорадо есть? Здесь смотрели? Смотрели. Вот, 99. Вот этот более-менее. Телек, Samsung. 100 тысяч. Вот что, 10 рублей нету, написали бы 100 тысяч ровно. Это не 8К телевизор. Не, нифига, 4К всего лишь. 65 дюймов. OLED. Ну, реклама это. А этот ящик. Вот это же получше, 169. 990. Нормальный. Но опять 4К. Скажите, вот эти два телевизора, да? Одного размера и разницы практически нет. Не знаю, за что переплачивать. А вот нормальный ящик. 99, ну 5, 75. Samsung, ну 4К, ну что-то дешевый. Фух. А за миллион что, здесь телевизоров нету? Вот, наверное, за миллион, да? О! Почти угадал. Не почти угадал. Всего лишь 190. И какая диагональ у него? 86. 86 дюймов. Нормальный такой. Как раз в квартиру вместится, в дверь вместить ее. Нормально, да? Так, что? Ладно. Ничего тут интересного нету. Я так думаю, выходим отсюда. Телевизоров. Только из фототехники, что хорошего есть, нифига нету. Какие-то Canon, Nikon старевшие. Sony тоже старая модель. Все старое в Эльдорадо в этом. А это что такое? Тут наборы, палки, шмалки. И куда тут на морозе палку вот такую вот? Она замерзнет. О, самокаты. Самое то, вот сейчас вот у нас на самокатах кататься вот на таком. Этот 27, 28 тысяч, вот такое. Ну, хороший, смотрите, да? Взял и поехал как раз. Еще пока занято, Так. О, лампочка прикольная. Нет, ты на этот не планируешь. Простая всем. Вот вам еще елочка напоследок, и мы выходим. Мы выходим в открытое пространство. Так, мне надо рукавицы одеть. Я куда пошел? Куда я пошел? Стой. Ёбай, упала. Упала рукавица. Видите, в коньках нельзя заходить. Видали? Почему-то только в роликах. А почему нельзя в обычных коньках заходить? Можно в обычных коньках заходить. Только в роликовых коньках нельзя. Вот место для велосипедов пустое. Почему-то никто у нас на велосипедах не ездит. Странно, совсем даже странно. Смотрите, видите, да, тут стоят, курят и весь как заплеванные. Они стоят, покурят и потом плюют. Тьфу, тьфу. Ну, конечно, башка уже ничего не соображает. Башка ничего не соображает. Что там, покурил, башка заложила, там что, классно стало. И отхаркивают из себя вот эту всю коронавирусную заразу. И вот она вот там вот будет на этом помойном ведре или на чем там урне до лета, до весны лежать, потом растает. Такой мороз-то, смотрите, ничего у нас не портится. Мамонтов даже, говорят, которых находят в вечной мерзлоте,
которые пролежали 1000 лет, они, их собаки едят. Вот тут инсталляшка такая, смотрите. Вау, можно сюда зайти. Снеговичок, пряники, там, олененок, он туда усесться. И тут домик пряничный, да, или какой-то. О, туда можно даже заглянуть. Там ничего нет. Ничего нет, и дверка тоже здесь. Так, все у нас открыт. Люди ходят. Надо затовариваться, и кто-то что-то не купил. Так, будем заходить. Зайти, что ли? Ну, там надо кое-что. Кое-что мне надо. Так, расписание. Ой. Да, слушайте, народ проснулся, пошел. Слушайте, так что вы тоже просыпаетесь немножко. Просыпайтесь, выходите. Выходите. Золото. Еще все золото все накупили. Не все еще. Поэтому давайте золотишком дуйте быстренько, пока не раскупили. А тут ювелирная мастерская как раз. Так. А вот сейчас вы меня, короче, подождете. А есть тут? А вот есть. Короче, по биометрии выдало мне. Короче, бумажник же забыл. Ой, карточку забыл. Так, подождите, немножко делюсь по биометрии. Сбербанк не выдал деньги. Немножко взял. Так, тоже народу что-то полно. Так, а тут что за магазин какой-то новый? Что это тут продают? Xiaomi технику? Ух ты, это интересно, слушайте. Вот, короче, вот этот сберовский банкомат, он, значит, выдает по
биометрии сейчас появились в городе, поэтому если вы забыли свою карту или телефон там или еще что, которым оплачивали, можно без всего по лицу. Такой портативный увлажнитель. Так, всякие штуки ненужные. Отпариватель. Это интересно, вон мышка даже есть. Что-то она больно дорогая. Вот часики сёмовские. Amazfit. Такие попроще есть. Xiaomi Band 5. Band 4. Часы, это что-то. А вон тут подзарядки есть, игрушки эти. Apple AirPods 2. А, реплика. Реплики продают. Ух ты, ножики какие. Xiaomi-ские. 2700. 2700. Note 9 обычно, да? Без Pro. Так, а здесь еще. Note 9 Pro 128 Ушки. гигабайт. 16590. Ушки. Note 9 Pro Всякие прошка разные. 20290, 128 гигабайт. Так, а что? Прайс запросите на А, это разных. Тут, короче, все подряд продают. Всякую. Так, а телефоны есть у них? Вот этот новый телефон. Новый телефон-то есть у них. Все же, все подряд. Mi 10 Lite. 30 тысяч. Samsung. Ну, где нету этого? Вроде бы сегодня. Кольцевая лампа есть там наверху. Портативная. О, термометр есть. Термометр. Температура. Часики даже есть какие-то. Прикольно они, кстати. Сколько они такие стоят. Светленькие. Фен. Телевизоры. Это все подряд здесь. Все подряд продают. Так, а мы же за едой пошли с вами. За едой. Девушки, купальник. Господи. Тут рыбки есть. Девушки в купальниках зимой в Якутске. Да вообще нужно смотреть. Такого зрелища. Так, ну там экскаватор, мы туда не пойдем. И тут что продают. А уже прошла лотерея, да? 5-го. А, 5-го, да? Это продаются почем? Билеты? Один, да? Да. Этого числа будет лотерея 5 дней. Один билет 1000 рублей стоит. Ну, это местное, тут выигрыши должны быть. Там всякие машины. Короче, люди тратят деньги хорошие. За один лотерейный билет 1000 рублей тратят. Представляете? Нормально, да? Вам не хухры-мухры. Вон берут по сразу пачки такой. Это сколько пачка там? Штук 20. По 20 тысяч сразу. Так, удачная покупка. А, я сюда не буду выходить. Давайте с вами зайдем. Вот на сюда я, по-моему, не заходил ни разу. Стыревая чучка. Спасибо. Все смотрят. Всех с наступившим Новым годом. Куры гриль. Кока-кола. Вот там стоят, что-то слушают у них. И ничего, нормально. Товары хозмарки. Работает, интересно.
Я вот хотел сюда, на этот О, бедный мужчина свалился. А тут коврик, смотрите, ковер. Работает, нет? А, выходные сегодня. Выходной. А крытый рынок работает, интересно. Торговые центры рядом работают. Вот. Крытый рынок. Что-то народу совсем нет. Вот здесь обычно рыбу продают. Видите, да? Они пустые. Закрыто, да? А, закрыт. Крытый рынок закрыт, короче. Не работает. Зато работают магазины. Магазины работают. Удачная покупка тоже работает. Так, или сюда мы на обратном пути зайдем. На обратном. Сейчас подальше пойдем. Подальше. Погода хорошая, чисто такая якутская погода, прохлада, туман. Кстати, у нас же событие в городе 1 января открылся ледовый парк на 202 микрорайоне. Ой, блин, скользко, вот тут чуть не упал. Вот здесь. Видно, да? С 1 января открылся ледовый парк. Там какие-то новые горки удлиненные построили, ледовые горки. Короче, можно приезжать. Работают они с 11 часов. Я видел рекламу их в Инстаграм есть. Айс-парк наберите, там увидите. Короче, на ребенка 150 рублей билетик. На взрослых 250 рублей. Так, а это работает? Вот я сюда хотел, в Стокгольм это наша Икея якутская. Как бы почему-то, видите, да? Не называют Икея, а называют вот такими шведскими именами. А здесь у них дерево такое, натуральная древесина. Так, и что здесь? Выходные дни. Блин. Нифига у них выходные дни. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это что? И вот они. Ну правильно, да. Скандинавы же у нас привыкли к такому размеренному образу жизни. Так, вот перекресток улицы Бестужева-Марлинского и улицы Федора Попова. Так, а куда мы с вами зайдем, куда погреемся здесь? Я хочу в регион сходить. Там можно что-то прикупить с еды. После Нового года бюджета нету практически. Бюджет по нулям обнулился с этими праздниками, все. Это здание ДСАФ России. Вот. Тут вот еще с советского времени. Ну и как всегда аренда помещений. Можете. ДСАФ арендует помещение, сдает таким вот образом. Так. Нам дойти до какой-то точки, зайти туда. Зайти. Так, ну и машин в принципе нормально. Вот тут у них какая-то большая такая, большой баннер. Региональное отделение ДСАФ России, Республики Саха-Якутия. ДСАФ России. Вот тут магазин есть. Сейчас сюда. Халяль. Магазин Халяль. Халяльный магазин. Работает? Открыто написано. Сейчас зайдем. Чисто, чтобы телефон погреть.
чипсы. Такая большая, 200 рублей. Большая мармеладок. Сколько интересно стоит? Что-то ценников нет. Странно. Как у них этот утеплитель работает. Ух ты. Прямо компот с яблочками. А почем у вас мармеладки вот эти вот? 150. 150, да? А вот эта большая пачка, вот это вот сердечек? Это килограмм 350. 350, да? Нормально. Вот такие, да? А баранки почем у вас? Баранки? 120, 120. А вот эти по 90, да? Так. Все, копай. А черноголовка сколько вот бутылка в стекле? 130, 120. Понятно. Соки по 110 есть. Так. Куча конфет, короче. Что-то. Вот. 200 рублей такая большая. А здесь сколько вот этих чипсов? За 200? килограмм. Пол 500 граммов, да? А мороженое пломбир вот это килограммовое сколько? 200. А обычное 200, да, наверное? Мгм. Так. Фрукты. Так, значит, это. По 90, да? Так. Так, надо. Мандарин у вас почем? Мандарин 280. 280. Ну, в принципе, хороший магазинчик. Кое-что тут интересное есть такое. По ценам как бы более-менее неразорительное. Так, заходите в эту халяль на улице Бестужева, Мадринского. Вот он. Рядом со зданием ДШ находится. Так. Что тут у нас? Фу. Вперед идем, погрелись дальше. И моя цель до Легиона дойти сегодня, по крайней мере. Там тоже такая небольшая торговая база. Или куда у нас можно, значит, на базу 66-я, 68-я, но туда далеко. Там надо или на машине, или на автобусе. Автобусы там не очень хорошо ходят. А здесь вот рядом, получается, в шаговой доступности, рядом с площадью Победы. Фу. Всем привет с Якутска. Так, это у нас что получается? Праздничный, да? Это праздник между Новым годом и Рождеством Христовым. Сегодня 3 число, минус 45 в Якутске. Нормальная погода, хорошая. Самое то.
для гуляний. Улица Бестужева-Марлинского. Народу нету, машин тоже практически нету. Красота. Можно гулять. Посмотрите, тут дом какой прикольный, да? В таком стиле, что-то ретро. Типа замка какого-то. Но я здесь знаю, что здесь это... Я что-то ходил, тут медицинское какое-то. Вот. Можно даже здесь перейти. А здесь переход у нас. Переход. Так, куда мы? Сюда пойдем. Сейчас немножко полюбуемся с вами на ретро-дома. Вот тут ретро-дом. Двухэтажечка такая. Ой-ой-ой, как тут скользко-то. Окошки я не вижу, что светятся, но люди здесь еще живут. Вот у них жизнь тут такая вот. Машина стоит, да, тут под Наташей. Вот у них тут Бестужева-Марлинского 2. Ну там вот. Хозмаркет закрыт, сегодня закрыт, и крытый рынок закрыт. Я вот прошелся, закрыты они. Вот такие вот дома. Тут первый этаж весь в решетках у них. Но люди живут еще. Такое тут, это что, кладовка, гараж с покосившимися. А вон там он туалет, видно, да? Туалет прямо стоит. Двери-то хоть есть у него, вот слушайте, двери есть. И тут кто-то выставил диван. Диван видно, да? Диван. Коляску детскую. Фух. Вот тут один такой домик ретро. Бестужева-Марлинского 2. Вот он так выглядит. Так, давайте. Я вот тут, кстати, весной вообще пройти не мог. Тут такие лужи были. Я шел и начал, зашел, и надо было прыгать. И я прыгнул, но неудачно, и прямо у меня там бах в эту лужу. Я туда, вообще. Ой. Или летом это было. Когда вода у нас была хорошая. Так, а как на ту сторону-то перейти? Легион, он вот тут вот находится. Легион. Тут он виден, интенсивная движуха. Так. Видите. О боже. Тут переход вообще-то должен, по идее, уступить пешеходу. Пешеходу-то должен уступить водитель. Ну, посмотрим. Так. Уступил. Так, а это здание, вот это речное училище. Сейчас он как-то называется, ой, по-новому. Институт водного транспорта. Вот они так сделали. Вот так вот там общежитие, что ли, у них. Институт водного транспорта уже. Если раньше как бы среднее учебное заведение было, то сейчас уже готовят, ну кого там, я не знаю, на высшие капитанов или кого. Вот, смотрите, у них там паруса такие. Так, вы что-то печатаете, я разобрать не могу, дайте ткну. Видны все сообщения. Только в светофоре, где речное училище. Это, наверное, продавцы отдыхают. Нет, торговые центры работают, вот эти вот большие. Не работает этот крытый рынок, закрытый хозмаркет. Потом этот не работает. Шведы не работают в своем Стокгольме. У них аж до 5 или 6 числа каникулы. Представляете, да? Красавчики, наверное, куда-то уехали. Так, все, 57 секунд. Так, эта улица у нас Хабарова или Богдана Чижик, как это называется, короче. Видим, автобусы едут, кстати, заполненные. То есть люди, движуха началась уже в городе. Город 3 числа, фиксируем, оживает город. Машин интенсивно
Люди тоже забегали. Люди забегали. Ну, не так много, конечно, как, но все равно. Потому что люди уже все подъели, всю еду. Всю еду подъели люди. Ну, у кого-то осталось, у кого-то испортилось. Вот сколько салат оливье может лежать? Лежать сколько? Вот, ну 5-4, бля, 2-1. Пошел чуть раньше, ё-моё. Чуть раньше пошел. Чуть раньше. Ой. Сколько вот салат оливье может лежать несъеденный в холодильнике? Ну, дня 2, наверное, и все, потом его выкинуть можно. То есть сегодня как раз 3 число. Вот смотрите, звезды какие. Площадь Победы, вот это вот. Ой. Сегодня как раз 3 число. Люди все свои салатики подъели, там довыпили то, что было. И, естественно, проголодавшись, начинают ходить, шевелиться. Центр школьной формы. Вот здесь вот есть, кстати, вот он. Центр школьной формы. Таши. Японское какое-то название. Таши. Центр. Поэтому шевеление началось. Так. Где? Вот он вход в Легион. Тут небольшая торговая база. Короче, вот здесь вот рядом с площадью Победы. Вот она работает. Нет, интересно. Ну, забор открыт. Вот этот. Не забор, а ворота открыты. Значит, должен работать. Здесь что у нас? Фаворит. Видите, здесь мелкотовый такой как бы. И, соответственно, и цены тоже невысокие. Продукты питания. Вот тут пластиковая посуда. Вот сейчас удобно, кстати. Вы когда что-то уже просто пластик покупаете, в нем едите и потом выкидываете. Но интересно, вообще-то почему-то пусто. Так, а я куда заходил? В какой магазин? Здесь, короче, куча магазинов. Вот тут мясо, полуфабрикаты. Ну, что-то затишье какое-то. Там вон яйцо нарисовано. Яйцо, магазин. Инчень. Китайское название Инчень. Что-то свет там не горит у них. Трикотаж для всей семьи. Выезд. Ну, давайте глянем. Может, она база не работает. Может, у них выходной день. Вот я, по-моему, вот в этом магазине что-то покупал. Алхим. Разливные напитки. Сеть магазинов. Читаем, что-то на вывеске написано. На вывеске. Пожалуйста, закрывайте дверь. Закрыто. Не работает. Не работает, блин. Что-нибудь-то работает хоть бы. Вот тут машина стоит, может тут что работает. Но окна не светятся. Окна не светятся. Так. Сигарет нет. Продукты питания. Тоже закрыт. Короче, ни хрена не работает. Видать, охранника. Вот это да. Вот это я пришел, называется. Вот это я пришел. Ничего нету, людей нету, и он закрытый. А ворота зачем тогда открыты? Ну, видать, для этого, для охранника или кого-то. Давайте пойдемте отсюда, пока нас... Хоть бы что написано было. Режим работы какой. Когда, какие дни работают, какие отдыхают. Ну, значит, если эти не работают, значит, у них хорошая выручка была. Вот до новогодних праздников. Так, а как мы здесь с вами пройдем? Отсюда пройдем. Я хочу вот на эту выйти площадь Победы каким-то путем. Так, здесь дома. Не знаю, куда мы придем. Наверное, здесь закрыто будет. Это гаражи здесь.
дома. Блуждаем. Сейчас вам покажу помойку и туалет. Ну, туалет еще более-менее здесь такой. Это, видать, это самое. Видите, да? Туалет на улицу. Люди ходят. Ну, как сюда заходить, смотрите. А с той стороны. И вот это выгребная яма. Но мы видим, что она вся завалена, замерзла. Вся замерзла. Куда они выливают помои свои? Вообще непонятно. Это вот с этого дома, наверное. Тут много. Тут тупик, короче. Тупик. Ладно, все, пошли отсюда. Отсюда вот пошли. Пошли отсюда. Там тупик, там не пройдем мы. Так. Я в маске иду, поэтому мне, в принципе, дышать не так холодно. Нормально. Бля, Легион закрыт, да. Ой, слушайте, у меня 14% батарейка. Телефон замерз и зайти некуда. Я думал в Легион зайти. Короче, сейчас вырубит. Сейчас вырубит. Ох, беда. Все магазины закрыты. Некуда мне спрятаться, погреть телефон. Если только в эту запихивать. Ну ладно, все. Поздравляю вас всех с праздниками. Наступившими, не наступившими. Вот небольшой такой репортажик я вам поснимал, походил. Сегодня 3 у нас января. 2 часа дня, да, 2 часа. Сейчас мы еще на памятник. Вечный огонь посмотрим. Вечный огонь. Должен гореть вечный огонь. Вот возле вечного огня можно погреться. Чуть-чуть постоять. Тут-то нигде все закрыто. Все закрыто здесь. Так, давайте. Вот она, площадь Победы. Площадь Победы, памятник. И вечный огонь. Вот он горит. Да. Сколько снега здесь. Ух. Слышите, как он это шебуршит снег? Под ногами скрипит. Но все равно вот так вот. Вечный огонь. Памяти павших. Смотрите, здесь все